Госрегистрация – единственное доказательство существования зарегистрированного права. Купли-продажа, наследование, дарственное, договор ренты. Если право собственности на недвижимость к вам перешло в результате любой из этих сделок, необходимо его зарегистрировать. Чтобы государство признало квартиру, дом, дачу или земельный участок объектом недвижимости, их важно поставить на кадастровый учет. Кадастровый учет необходим для описания, установления характеристик объекта недвижимости, установление границ, последующим присвоением кадастрового номера, который не повторяется во времени и на территории Российской Федерации. Регистрация прав на недвижимость необходима, чтобы стать полноценным хозяином имущества. Только зарегистрировав свой дом, житель может подключать и пользоваться услугами ЖКХ, открыть лицевой счет. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются жители новостроек. Также это позволяет собственнику беспрепятственно совершать любые сделки – продавать, дарить, обменивать, передавать в аренду, в залог. Право собственности регистрируется для установления своих прав, защиты своих прав. То есть государственная регистрация прав это является единственным подтверждением, юридическим актом, что вы являетесь собственником своего объекта недвижимости. Для регистрации права собственности необходимо подать документы в Росреестр. Это можно сделать лично в территориальном отделении Росреестра, через МФЦ или онлайн с помощью личного кабинета на сайте Росреестра. С начала года в МФЦ по МАГАСу подано около 1700 заявлений. Гражданин должен иметь при себе договор купли-продажи, паспорта, СНИЛСы. Обязательно должны присутствовать покупатель и продавец. Если же по каким-то причинам отсутствует один из представителей сделки, которую они совершают, должен присутствовать представитель, вступающий по доверенности. По посттерминалу заявитель сам спокойно может оплатить госпошлину в размере 2000 рублей и срок по регламенту 9 рабочих дней. Весь пакет документов перед регистрацией сотрудники Росреестра тщательно проверяют. Но иногда ведомство может приостановить процедуру регистрации недвижимого имущества. При обнаружении проблемы также возможен отказ в рассмотрении документов или в проведении регистрации. Все это разные процедуры. Причин приостановления у нас 63. Причин приостановления в государственной регистрации права. И с этими причинами можно ознакомиться с федеральным законом 218, в статье 26 они указаны. Чаще всего причиной приостановления бывает пункт 7, это форма и содержание документа не соответствуют требованиям закона. Вот основная причина. Ну, не основная, конечно, просто наиболее часто встречаемая причина. Росреестр настойчиво рекомендует владельцам подавать заявления, чтобы запретить совершать сделки с жильем без их личного присутствия. Это позволит защитить недвижимость от мошенничества и других проблем. После подачи заявления данного регистраторами нашими устанавливается отметка о невозможности регистрационных действий без личного участия. То есть по доверенности, если раньше можно было приобрести или продать имущество по доверенности, данным после этой отметки регистрация не подлежит, только личное участие собственника. Также здание, помещение или земельный участок могут годами стоять на кадастровом учете, но государству ничего не известно о его собственнике. В рамках федерального закона 518 муниципальные власти выявляют правообладателей ранее учтенной недвижимости. Всего на территории Ингушетии около 51 тысячи таких объектов. Ранее возникшими правами считаются права, возникшие до вступления в силу федерального закона 122 о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. То есть это права, возникшие до 31 января 1998 года. Это считаются права, ранее возникшие. Проверить, зарегистрированы ли права на недвижимость в ЕГРН, граждане могут на сайте Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн». Сервис бесплатный, информация отображается в режиме реального времени. Также нами проводится работа совместно с администрациями по выявлению объектов, прекративших свое существование. Тут тоже в рамках 518 закона такие объекты подлежат снятию с учета.
Представители Росреестра напоминают о важности регистрации недвижимости. Это не только повышает качество содержащихся в ЕГРН сведений, но и степень защиты имущественных интересов правообладателей. Большинство граждан полагают, что если они зарегистрировали право собственности на недвижимое имущество, то их права уже никаким образом не могут быть оспорены. Но на самом деле зарегистрированное право может быть оспорено, но только в судебном порядке. Диана Дударова, Асхаб Белакиев, Новости 24.